Рейнгольд Глиер – известный российский композитор, дирижер, педагог XX века, автор первого советского балета «Красный мак», который рассказывает о том, как советские моряки помогли китайской революции. Премьера состоялась в 1927 году в Большом театре. Вот на кинопленке уже 50-х годов Галина Уланова. А это вариации Глиера на «Эх, яблочко», фрагмент фильма чехословацкого телевидения. Этот балет вдохновил на создание популярных советских духов «Красный мак» и конфет «Красный мак». Впрочем, это совсем другая история. Как же Глиер связан с Коми, спросите вы? Отвечаем. Во-первых, уроженец Карткироса, профессиональный музыкант Иван Габов, учредил международный конкурс имени Глиера для талантливой молодежи. В жюри, кстати, немало наших земляков. Во-вторых, нынешний конкурс организаторы посвятили столетию Коми, и гала-концерт провели в московском представительстве республики. Пятый конкурс собрал 500 детей. Обладателем гран-при стала ученица музыкальной школы имени Шаляпина в Москве Мария Черенкова. Она исполнила ноктюрн «Белые ночи», написанный московским композитором Жанной Габовой после поездок по Коми. Мне очень нравится играть разную музыку. Мои любимые композиторы – Бах, Шопен, Григ, Глиер, Чайковский и Рахманинов. В этом году я познакомилась с нашим современником, прекрасным композитором Жанной Габовой. Она доверила играть мне свое произведение «Белые ночи». Оно мне очень нравится, потому что вызывает у людей сильные эмоции и чувства. Конкурс продолжает развиваться благодаря поддержке наследников Рейнгольда Глиера. Семья композитора Рейнгольда Глиера очень довольна уровнем проведения гала-концерта, приятной атмосферой в представительстве Республики Коми в Москве, четкой организационной творческой работой династии Габовых. Я долго трудился в Уральском отделении Академии наук в Екатеринбурге и дружу с учеными из Сыктывкара. Поздравляю вас всех со столетием республики. Будем готовиться и к 150-летию Глиера через 3 года. В этом красивом мраморном зале нередко бывают концерты, выставки, встречи с земляками. И, конечно, все гости любят фотографироваться на фоне лестницы, идущей на 2-й этаж. Участники гала-концерта традиции не нарушили. Сделали сотни снимков в московском представительстве республики.